Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Торгово-промышленная палата республики совместно с Центром «Мой бизнес» приглашают на 4-й республиканский форум «Бизнес-дело семейное». Мероприятие проводится ежегодно с 2021 года при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. О деятельности Торгово-промышленной палаты Якутии мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Марина Богословская, президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Марина Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии. Для начала давайте поговорим вот о чем. Известно, что Торгово-промышленная палата является крупнейшим общественным объединением не только в республике, но и, не побоюсь этого слова, на всем Дальнем Востоке. Кто является членами и какова численность? Ну, Торгово-промышленная палата в этом году отметила уже 33 года со дня создания. Членами палаты являются как крупные недропользователи, такие как «Алроса», некоторые газовые компании, угледобывающие компании также являются членами палаты. Но транспортные компании, не могу их не упомянуть, это Лена-Речфлот, авиакомпания «Якутия», железные дороги Якутии тоже являются членами Торгово-промышленной палаты Якутии. Но основной костяк нашей членской базы, конечно, составляют малые и средние предприятия, которые имеют желание к объединению, где-то это касается защиты прав, интересов предпринимателей разных направлений бизнеса. Ну и вообще люди хотят общаться, обмениваться мнением. И, как правило, на наших мероприятиях, коих мы проводим более 50 ежегодно в интересах бизнеса, прямо у нас на глазах создаются какие-то новые коллаборации, новые проекты рождаются, и это всегда приятно. Ну и, конечно же, обмениваться опытом. Это же для предпринимателя самое главное, да, смотреть, конечно, как достигает успехов коллега или конкурент в этом случае. Да, есть к чему стремиться. Безусловно. Марина Олеговна, если говорить о структуре палаты, из чего она состоит? Но для того, чтобы быть интересными и полезными для предпринимателей из разных отраслей бизнеса, мы, конечно, решили, что нужна некая структура. Поэтому, изучив нашу базу акведов, а их более 120, мы поняли, что быть для каждого акведа прямо полезным и создать для него какую-то структуру отдельную это невозможно. Поэтому мы логически объединили некоторые направления бизнеса и создали таким образом 10 комитетов профильных. Ну, есть, например, комитет по сельскому хозяйству и сельхозпереработке, общие интересы, общие. Им интересно общаться, и общая проблематика. Есть комитет по торговле, услугам, туризму, тоже много общего, и так далее. Итого 10 комитетов, и каждый комитет имеет чат свой в мессенджере WhatsApp, где мы можем с ними 24/7 общаться, отправлять какую-то необходимую именно им, этой отрасли, информацию, а также иметь обратную связь, отвечаем на вопросы, модерируем практически круглосуточно. Но я уверен, что предприниматели зачастую приходят в те же самые комитеты с различными вопросами и проблемами. Вот на ваш взгляд, на ваше наблюдение, с какими вопросами чаще приходят представители малого и среднего бизнеса? Потому что большой бизнес, он на то и большой, он защищен, и по сути эта проблема у него по большей части гораздо меньше, чем у представителей МСП. Вы знаете, еще несколько лет назад мы тоже так прикинули, что предприниматель в принципе может состоять в любой общественной организации предпринимательской, а их как минимум 3 у нас в республике, и обе, вернее не обе, а все 3 организации представляют федеральные, более крупные свои объединения. Это «Опора России», «Деловая Россия», и Торгово-промышленная палата. Самая крупная организация как в российских масштабах, так и в республике Саха-Якутия. Как я уже сказала, на сегодняшний день в нашей организации состоит практически 400 членских организаций, что, собственно говоря, для Якутии является очень хорошей цифрой, и мы являемся крупнейшей палатой на Дальнем Востоке. И проблемы, в какой бы организации ни состоял предприниматель, проблемы, конечно, вдруг обрушиваются одновременно на всех совершенно одинаково. Это, как правило, что-то связанное с изменениями в налоговом кодексе, с принятием каких-то новых законов, новых ограничений. И поэтому мы 3 года назад подписали соглашение, все 3 предпринимательские структуры, кое я уже перечислила, и мы взаимодействуем также еще и с Министерством предпринимательства, и с омбудсменом по защите прав предпринимательства Кычкиной Альвиной Егоровной. И это получилась такая коалиция, которая стоит на защите интересов бизнеса, и с любым вопросом предприниматели могут к нам обратиться. И у нас есть множество различных возможностей услышать людей. Это и круглые столы, это конференции, форумы. Поэтому есть возможность общаться и слышать друг друга.
друга. Если говорить еще о деятельности ТПП, ну давайте пока использовать это сокращение, но я думаю, оно абсолютно не коробит Я ухо. надеюсь, оно ни для кого уже не секрет. Да, да, самое главное, что оно ни для кого не в новинку. Какие проекты сегодня торгово-промышленная палата реализует? Но мы давно поняли, да, что легче работать проектами, и людям это интереснее, и мы не распыляемся, а как-то вот в одном месте собираем и проблематику, и интересы бизнеса, и наши предложения. Поэтому вот, скажу о самых ярких проектах. Например, проект «Деловая Якутия». Он существует у нас с начала прошлого года, и он именно интересен тем, что мы с бизнес-миссиями выезжаем не только вот как вот за пределы республики, за пределы страны, это тоже есть. Мы помогаем людям находить партнеров. Вот и в Беларуси мы были в прошлом году, в Казахстане, на Камчатку выезжали. В этом году выезжали в Арабские Эмираты, возили наших предпринимателей с их инвестиционными проектами, и где они получили вообще очень большой резонанс и интерес к своим проектам. Мы тоже считаем, что это такая наша заслуга, мы этим гордимся. А также вот буквально месяц назад мы вывозили большую бизнес-миссию в Харбин, на Харбинскую выставку-ярмарку международную, и тоже люди очень довольны результатами. Но а вот именно проект «Деловая Якутия», он интересен тем, что бизнес-миссии наши выезжают по улусам республики, где тоже есть коллеги наши, да, есть предприниматели, которые, ну, так, если фигурально, да, выразиться, отключены от розетки вот этой информации постоянной, да, которую городской предприниматель имеет вот просто в ежечасном режиме. И мы выезжаем, мы обязательно подписываем соглашение с главой улуса, что облегчает наше дальнейшее взаимодействие, и люди начинают, сельские предприниматели начинают принимать участие в наших проектах. Для них это в новинку, и для них это и полезно, и интересно. Слушайте, ну, да. сфера самая Мы, разнообразная. да, мы объездили уже где-то порядка 10 улусов, и мы намерены продолжать этот наш проект, вот, «Деловая Якутия». Еще один интересный проект – это развитие семейного предпринимательства. Это проект Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Его патронирует непосредственно президент Российской ТПП Сергей Николаевич Катырин и курирует вице-президент Российской палаты Елена Николаевна Дыбова. Мы один из лучших регионов, во всяком случае, входим в топ-5 по реализации сопровождению этого проекта. Вот семейные ценности для нашей республики, они вот как-то первостепенные. Мы знаем это, да. И этот проект вот особенно понравился нашим предпринимателям. Мы ведем реестр семейных предприятий, в нем уже более 80 семей. И вот уже 4-й год ежегодно, вот прямо мы поставили для себя такую цель, и мы не намерены останавливаться. Мы проводим республиканский конкурс семейных компаний, проводим его совместно с Министерством предпринимательства, с Центром «Мой бизнес». И этот конкурс предшествует семейному форуму, который вот буквально с завтрашнего дня стартует у нас здесь, в республике. Вот этот самый форум «Бизнес. Дело семейное». Я Да. хочу поговорить, меня очень зацепило название. Я так понимаю, что он приурочен в первую очередь к году семьи в Российской Федерации. Вот знаете, не совсем, да, это удачное совпадение, да, что этот год, он является годом семьи в Российской Федерации, годом детства в Республике Саха-Якутия. Но вообще этот проект, он существует в системе торгово-промышленных палат Российской Федерации с 2018 года. Но вот мы к нему активно присоединились в 2021 году, и вот все 4 года мы вот, как говорится, эту тему прокачиваем, да, обрастаем новыми сторонниками этого проекта, предприниматели все больше и больше интересуются тем, чем мы занимаемся. А поскольку этот год – год семьи на самом деле в России, год детства в Якутии, то мы решили масштабировать этот проект. И вот в этом году он пройдет на теплоходе «Демьян Бедный». Ух ты. Да, на борт поднимется команда, знаете, вот заряженная на успех команда единомышленников, 200 человек. И причем к нам вот сегодня уже заезжают гости из регионов Российской Федерации. И это будет такая очень интересная история. Там будет деловая программа, культурная этнопрограмма. Конечно, мы хотим гостей своих чем-то удивить. Но самое главное на таких мероприятиях масштабных – это, конечно, общение. Это новые контакты, новые друзья, новые проекты. Ну и познавательная часть. Марина Олеговна, Конечно. меня почему заинтересовало название? Все-таки бытует мнение, что бизнес нельзя вести ни с друзьями, ни с родственниками. Обязательно потеряешь с ними и с теми хорошие отношения. Вот насколько, как представитель бизнес-сообщества, можете... Да, я тоже слышала такое мнение, но я бы тут поспорила, потому что важны подходы. То есть если мы рассмотрим семейный бизнес именно как предприятие, когда глава семьи создал это предприятие, его супруга является, допустим, его заместителем, когда дети тоже трудоустроены, они являются менеджерами, продавцами, кем угодно. И даже мама с папой, ну, где-то по силе своих возможностей помогают. Мама с папой
родителей, основателей Бабушка с бизнеса, дедушкой, бабушка с да. дедушкой, то получается, что, во-первых, это полноценное предприятие, в котором работают лучшие в мире сотрудники. То есть это ваши близкие, это ваши родственники. Ваши дети трудоустроены. Но вот наш принцип, который мы пытаемся внедрить и внушить, да, предпринимателям, что обязательно все должны быть не то, что пришел маме помогать, а должен быть трудоустроен, должна быть запись в трудовой книжке, труд должен быть оплачен, налоги должны быть тоже оплачены. Тогда это предприятие. Последнее, думаю, самое главное Ну да, по да, оплате налогов. конечно. Марина Олеговна, а если говорить о господдержке для семейных бизнесов, предприятий, какова сегодня ситуация с таким видом поддержки? Вы знаете, эта ситуация, она в развитии. Мы в прошлом году при поддержке главы республики Арсена Сергеевича Николаева, при поддержке депутатов нашего парламента смогли внести дополнения и изменения в закон о развитии предпринимательства в Республике Саха-Якутия именно в части определения статуса семейного предприятия. То есть статус определен. Теперь дело, как говорится, за малым, сформировать реестр каких-то дополнительных мер поддержки для семей. Но здесь, опять-таки, вот будет то условие, о котором я говорила ранее, что предприятие должно быть предприятием. Не просто семья, а это все должно быть оформлено по закону. Все должны быть трудоустроены, ну, не буду повторяться. Ну вот, насколько Да, я понимаю, и это в процессе. Это в и процессе. вот это приурочено в том числе и году детства в Якутии, и году семьи в Ну, России. это да, да. Это одна из мер поддержки. Ну, как бы вот сам этот форум, да, его не назовешь мерой поддержки, это скорее ну, эмоциональная, моральная поддержка. А если мы говорим о каких-то финансовых методах, да, то вот я говорю, им предстоит только родиться, и в этом году мы ожидаем принятия федерального закона о семейном предпринимательстве. Проект находится уже вот с февраля месяца в Государственной Думе. Уже несколько раз собирались комитеты. И есть хорошая поддержка со стороны Министерства экономического развития Российской Федерации. И вот есть все шансы, что в этом году этот закон будет принят, и это существенно облегчит разработку реестра мер поддержки. Ну, будем надеяться, что он пройдет оба чтения в парламенте. Да. Марина Олеговна, давайте в заключение пожелаем что-то тем, кто хочет начать семейное предприятие. Но мы советуем не бояться, обсудить это все на семейном совете, прийти в торгово-промышленную палату, получить все необходимые консультации и начинать. Главное определиться с направлением своего бизнеса. Я думаю, это самое главное. Действительно, Марина Олеговна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Приглашайте, с удовольствием. До Это свидания. было актуальное интервью. До встречи.